Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами Петр Цупандин. Как видите, мы находимся в ресторане Red and Green, и к нам сегодня в гости пришла художественный руководитель народного ансамбля современного танца «Тетрис» Татьяна Матюшенко. Савочкина Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте, Петр. Да, я знаю, вы очень занятый человек, очень плотный график. Тем не менее, огромное спасибо, что вы нашли время посетить нашу передачу. Мы ее называем «Кулинарный концепт», «Кулинарное ток-шоу». Чем вы к нам сегодня пожаловали? Наверное, что-то супер-пупе. Раз вы в такой форме находитесь, танцуете все. Как или что? Петр, спасибо за приглашение. Да. Постараюсь сегодня сделать что-то интересное для вас и, самое главное, вкусное. Не знаю, насколько полезное. Но, даже? Да, тут не будет прям такого прям супер правильного питания, это будет блюдо вкусное. Потом вы поставили передо мной такую задачу, что это должно быть и не сильно быстро, и не сильно долго, а да, тут как в рамках передачи. В рамках передачи, поэтому сразу мне пришел на ум такой рецепт, связанный с азиатской кухней. Сегодня мы попробуем с вами приготовить баклажаны в кисло-сладком соусе по-азиатски. Все, как я люблю. Ну что? Все ясно. Давайте приступаем. А вы мне будете помогать? Если хотите, то да. Очень. Тем более у нас сегодня с нами нету Семена, который у нас постоянно мой соведущий. Форс-мажор. Увы и ах, да, я вместо него могу, если что-нибудь там подрезать лук и мне все будет прочее. во всяком случае интереснее Комфортнее, с вами. да? Комфортнее. Давайте Тогда начинать. можно я сегодня Вы шефом, мне давайте да? задание, если я с ним справляюсь, я говорю да и помогаю. Хорошо. Тогда для начала нам нужно, это импровизированный вок у нас, да, потому Да. что мы будем готовить все равно на огне. Нам нужно разогреть масло, такой не до предельной температуры. А это нагреется очень быстро, я все-таки предлагаю, Быстро, может да? быть, Давайте. очень быстро делается, потому что Хорошо, это индукционная тогда плита. Что-то подрезать, подготовить, а потом уже быстренько жарить. Да, значит, для начала тогда лучше сделаем соус, а в этом вся фишка. Фишка. Так. Потому что это будут просто жареные овощи, если мы не подготовим соус. Для этого, конечно, что нам нужно? Нам нужен, это кисло-сладкий соус. Соевый соус. Да, нам нужно это соль, это соевый соус, кислота, это рисовый уксус. Сразу хочу сказать, что если не нашли рисовый, допустим, уксус, подойдет Может бальзамический какой-то, винный уксус, там бальзамический, любой другой. Рисовый, как сказать... Столовый даже, если что-то вдруг подойдет. За неимением Крайне. лучшего, Да. лучше взять, конечно, рисовый уксус. И, конечно, нужна сладость, а это у нас обычный сахар. Да, карамелизировать, да? Да, получается? и, конечно же, какая азиатская кухня без чеснока у нас? Да. Чеснок мы будем использовать как в соусе в самом, так и в самом блюде. И в жарке В тоже. жарке, да. Поэтому, давайте мы начнем смешивать. Давайте. Вот вам мисочка. Я буду наливать, а вы будете перемешивать. Я буду как бы человеком, который мешает. Да, мне нужно так. Мешает, сейчас я в смысле, смешивает, а не мешает передаче. Да, вот на глаз, в принципе, все делаем, но примерно я скажу, что где-то 3 столовые ложки. Судя по тому, что все вы делаете на глаз, вы готовить любите и умеете. Да, давайте мы сделаем все-таки 4 вот таких столовых ложечки, да? Так, соевый соус вы ложку уже взяли, то есть я могу это смешивать. Да, давайте. Просто я сейчас буду наливать, мне так проще ориентироваться. Мы сейчас рисовый будем добавлять уксус, его надо добавить больше, чем соевого. Давайте добавим, наверное... 5, 6, раз, 2, 3, чуть больше, чем соевого, вот так. Вот так, да? Неполные, скажем, 4 столовые ложечки. Вот я мешаю. Так, и теперь нам надо добавить сахар. Здесь чуть-чуть больше, чем 1 столовая ложка. Давайте я все-таки сделаю вот так. Достаточно? Наверное, я не знаю. Мне кажется, нормально. Да. Так. Как говорится, я не знаю, это ваше блюдо. Надо сделать так, чтобы это все очень хорошо растворилось. Да. А я пока вам немножечко подсыплю чеснока. И он уже толченый. Вот для соуса мы уже его пропустили через... покрошили. Как эта штука называется? Чеснок, который... Чеснокодавилка. Вот прям так, интересное такое слово, да? Да. Вот. И мы примерно, 2 зубчика бы, если бы мы выдавили, да?
Ага, примерно вот так и Ну, получилось бы, вот да? примерно, ну, чуть-чуть еще. Давайте. Чуть-чуть. Вот. Чеснока мало не Вообще бывает. баклажаны с чесноком же вообще просто дует Бомба. бомба, да. Поэтому я думаю, давайте вот прям. Ну, еще. Я одну из самых первых поездок, вот как раз в Азию, в Макао, просто это каждый день баклажаны. Я даже не знал, что это такое, но попробовал. Это было бомбически, да, действительно. Итак, смешиваем. Так, и у нас осталось добавить маслице. Нам Растительного? это, чтобы это лучше все друг с другом играло, давайте мы тоже только ровно столовую ложечку Вот прям так, добавим. ровно столовую? Да, ровно столовую ложку, не больше. Мгм. Все. Раз. И вот это мы, да, все смешиваем и оставляем это отдыхать. Да. Оно будет смешиваться. Ну, я буду делать вид, что я смешиваю Да. и задавать и вопросы. концентрировать. Хорошо. Так, а я пока должна... Займетесь резкой. Займусь резкой. И вот насчет баклажан, да? Давайте. Смотрите, мы будем использовать крахмал. А, И этот крахмал, когда будет обволакивать вот эти наши кусочки, во-первых, масло сильно, это к вопросу про здоровое питание, оно не сильно даст питаться. не заберет масло, да. Не да, заберет да. масло, покроется в корочкой, и Да. вот будет особый вкус. И поэтому мы ничего солить, замачивать не будем, мы просто сейчас будем использовать крахмал. Вот. И еще в такой момент: чистить или не чистить баклажаны? Вот такой вопрос. Вы чистите баклажаны, вот когда жарите? Да я их и ем-то мало. У меня жена вы же- это в основном делает. Ага. Я как-то дома больше по дичи. Баклажан. Ну, могу баклажан не чистить, но на решетке гриль и потом их вот так. Мгм. Ну вот просто некоторые, допустим, полностью их очищают. А вот черной этой, да? Да, ну Да. я думаю, не надо полностью. Я Мы, тоже мы думаю, сделаем не надо. 50% оставим, чтобы вот если их полностью почистить, но они на картошку будут походить или будут говорить, а это кабачки? А это что вообще, да? Да, это что? Поэтому и цвет такой красивый у блюда будет. Ну Поэтому мы сейчас оставим вот половинку. Вот я беру вот такую обычную овощи. Чистку, Чистку. и... А, И вот мы вот так, допустим, ряд делаем, угу. потом пропускаем и еще вот такой рядочек. И они Ага. такие у нас полосатый И- рейс получается у нас из баклажан. Получается лафет. Да. Вот, смотрите, вот видите, О, как да, да. оригинально, да? Да. И вот остальные баклажаны мы тоже Точно так же. точно так же, да. Ну, лучше брать, наверное, такой средний, среднего, Размера. средней комплекции, да. Ну, у нас не всегда бывает в продаже вот прям так. Ну, Их то привезут, то не привезут, свежие, поэтому, ну, вот один у меня крупный попался, да, ага. а два таких три поменьше. разных? 3 разных, Три поэтому... медведя. Мама, папа и медвежонок. Да. Вот, видите, какие они у нас в полоску получаются. Да. Оригинально. Да. Ну вот они не очень хорошо чистятся, правда, такие они. Сопротивляются. Ну, Но мы, Вот кажется, всё. справились. Я уже- Точнее, вы уже справились. Уже Да. все. так, а вы, чтобы не стояли, давайте я вам дам задание. Да. Можете мне- Вы уже заметили, что я так просто стою, да, Да, конечно. вот. И лук, да. А, ну Почистить. конечно. Видите, какая лук, хитрая. да. Так, вам Какая вы ножичек хитрая. надо? Да, мне нож и дайте мне тогда доску. Секундочку, сейчас. Вот вам, Да. пожалуйста, досточка. Ее надо просто лук почистить надо. Всё. Просто почистить. Я думаю, что нам одной луковицы даже, вероятно, хватит, мы даже второй не будем. Так, все, мы их почистили, и мы сейчас их начнем резать. Смотрите, мы вот мелкие, средние вот так порежем на 2 половинки. И вот так вот, знаете, их вот так вот. Вообще в азиатской кухне все же такое крупное. Да. Они вот не мельчат. Мгм. Там прям сразу не спрашиваешь, какие ингредиенты ты такой Не, попробовал. ну бывает, и что они вообще крошат, иногда рубят Да? вообще, что чтобы она растворилась. А когда вот для кушания, они, как правило, да, крупно делают. Ну, вот так вот зигзагами, да, вот такими кусками. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе, визиточку. Вы же не стали сразу руководителем такого мощного проекта? Нет, ну, моя жизнь вот с танцами связалась очень рано. Мгм. То есть я очень хотела танцевать. Почему? Я не Ну, хотел. Например, что Не такое? знаю почему. Ну, вот рождаются же люди с разными Наклонностями. наклонностями, талантами. Мгм. Кто-то любит рисовать. У меня вот с рисованием, знаете, ну, вообще не сложилось, к сожалению. Я как-то все время в футбол хотел играть, да, а вот вы танцевать. Это вообще, знаете, самое важное, вот, что
хотя бы, чтобы у ребенка было хоть одно Ну, желание. слава богу, хоть не по подъездам. Да, то есть, понимаете, Сейчас встречаются дети, к сожалению, которые вообще не в моем знают. детстве так говорили родители. Ну, хоть хорошо, хоть там не курит по подъездам, а в футбол играет. Да, в вашем случае танцы, да, эти отвлеклись. То есть одно любимое дело, если у ребенка есть, неважно какое, надо, конечно, прислушиваться. Знаете, часто же ведь родители именно хотят. Вот. Ну Хотят да, родители, ребенок да. не хочет. И отвели, и все, и он мучается. Надо, конечно, пробовать, знаете, Ну вот да. пробовать туда-туда и смотреть, наблюдать, делать анализ. И потом уже, когда... Горят ли глаза? Горят ли глаза? Это ведь самое важное. И когда глаза горят у ребенка, понимаете, он будет счастлив. Когда он утром просыпается и говорит, скорее бы танцы, скорее бы танцы. Да, скорее бы танцы. Да. Знаете, как приятно, когда родители пишут, вот наш ребенок не может дождаться следующей репетиции. Репетиции, да. Ну, Это круто, такой, да. это прям мурашки, потому что, ну, это же здорово, когда ребенку нравится. И как расстраиваешься, когда говорят, ну, знаете, это, по-моему, не его, там, вот отвели на футбол, там, да, или что-то. А еще знаете, какая частая причина, почему детей уводят? Ну, вот школа. Надо учиться, она должна там с утра до вечера. Какие танцульки, Да, вот и Гена на серьезно. Вы знаете, вот ну сколько уводили вот по таким причинам, ну учиться там лучше сильно ребенок не стал, он вот этот там 1,5-2 часа, который тратил ну, там 3 раза в неделю всего, да, но он все равно не тратит это на учебу, он все равно телевизор Сидит, посмотрит, наверное, вот, в чате это. что-то Да, там, да, ну да. все равно это же не так много. Потому что танцы, ну, насколько я знаю, это практически как спорт, который очень мощно дисциплинирует и делает правильно соотносить свое время, распределять свое время. Вообще мощно. Вы абсолютно правы, Петр. Это самое главное, между Да, прочим. это одно из самых главных, да, потому что человек уже начинает ценить свое время и думает, что и понимает, что один из самых главных ресурсов в его жизни – это время. Конечно, а Да. потом и в работе это помогает. Да, везде, Они не по жизни, опаздывают. да. У них Дисциплинирует, ответственность да. большая, что Да. они не должны подвести коллектив, как Да, здесь. У нас же ответственность. групповые танцы. Да. Это ответственность большая. И вот это, знаете, вот не все понимают, вот, и хочется донести, что когда ребенок стабильно ходит, понимаете, он по расписанию в одно и то же время, надо принести костюмы, не забыть вот головной убор, там, Да. плащ, там, туфельки. Это все автоматически накручивается вот туда, да? Дисциплина. Под корку. И это уже автоматом потом, знаете, как помогает. Поэтому дети, которые занимаются танцами, спортом, Собранные. музыкой, они все равно собраны. Они же даже Да, и в школе собраннее, да. выделяются. Да. Ну, потом учителя же любят, там сейчас же конкурсы всякие. Как приятно, когда ребенок там за школу, извините, там, ну, первое место всегда, да, потому что у него подготовка все равно будет лучше, чем просто ребенок, который нигде не занимает. Вот это мы так что-то поговорили, я уже забыла, что вы меня спросили. Да, все-таки возвращаясь, да, я вам напомню, я вас спросил о вас, вы сказали, что у вас с танцами было связано в очень раннем возрасте. То есть вы начинали танцевать, когда вы уже совсем маленькая. Это я вас увел в сторону. Извините. Да, это было еще, ну, это было очень давно. И, конечно, в первую очередь должен захотеть родитель, да, ну, в моем случае, конечно, мама. Дети-то откуда знают, что есть танцы, музыка, там, пение, да? Ну, может, по телеку посмотрели. Ну, в те времена особо так вот, как сейчас там. Увидела Рудольфа Нуриева и пошла. Да, ну, где-то подсознательно все равно хотелось. Сначала меня мама, кстати, хотела музыкой, чтобы я играла на пианино. Меня привели на конкурс на фортепиано, чтобы я поступила в школу искусств. И мне сказали, у девочки нет слуха, Ой. и мы ее не возьмем. Так. Вот. Ну, возможно, дело было, может быть, и не в этом, я была очень маленькая. Может, просто подумали, что я буду несерьезно. Вот перец мы тоже... Тоже так же? Да, мы можем даже, вот, наверное, вот так сделать. И вот ну, какие-то такие кусочки. Вот, вот, а то на беседы мы Может, отвлекаемся. не совсем правильной формы, но вот Они не должны быть очень по-азиатски. Вот такие. И не крупные, и не мельчить ни Да, в вы коем их случае. можете там тоже в сосуд складывать. Да, мы какой-нибудь сейчас отдельный. их прямо куда-нибудь сложим. Вот, и сказали, ну нет слуха, и в общем с музыкальной школой не сложилось. А мама, конечно, хотела, чтобы я занималась. Она вообще пыталась меня тоже вот во все, там, в бассейн, Куда-то там, толкала. куда-то вот в музыку, петь там. В бассейн меня, вот я сразу скажу, вот плавать это вообще не мое, я не люблю купаться. Как в анекдоте, я не хочу больше бассейн. Почему? Говорит, я не хочу больше пить.
Примерно так. Я все Да-да. время... Нет, для меня всегда вода Я в холодная в бассейн не бассейне. пойду. Почему? Я не хочу больше пить. Это смешно. Да. Вот, и поэтому я терпела. Мне было, кстати, вот закалка наша-то какая-то такая была. Нам стыдно было родителям сказать, что мы что-то нам не нравится. Ну да, мы, Ну, вот мы как советские, это? советские дети Да. какие-то, да, сказали, надо, значит надо. Да, и вот мне как-то было так прямо вот, даже я не то, что боялась, мне было как мама водит меня, старается, там, Да, да, да. а я тут скажу, Это- не хочу плавать. Ну, Но как бы это желание соответствовать какое-то, да, Да. такое у нас у всех есть. Ну, время было непростое, Времена были другие, и да. родители напрягались, поэтому не хотелось их разочаровывать, конечно. право голоса было, скажем так, на низком уровне. Это сейчас современные дети совсем другие. Да. Я вот так буду и никак иначе. И все. Так, ну ладно, опять отвлеклись. Ну и в итоге Продолжая. Бассейном я, Мы, конечно, мы так и не дойдем, да. Мы не дойдем до как танцев мы дошли сегодня. до жизни такой художественный руководитель, если мы так, я вас все время буду отвлекать. Просто мама меня однажды привела на новогодний утренник. Я увидела, как там девочки танцуют. Такого вот ощущения, а мне кажется, оно до сих пор прям меня вот сопровождает. Я вот помню эти ощущения. Насколько мне понравилось. Я просто вот, наверное, как с открытым ртом сидела. Вот Так. так я и уходила оттуда с этого представления, видимо, с открытым ртом. Мама, видимо, на меня посмотрела, она даже ничего не спрашивала. В общем, пошла и договорилась, и меня там без всяких прослушиваний меня приняли. Хвала маме. Да, хвала мама. Хвала маме, какая мама молодец все-таки, Да. да? Ну и вот как бы началось с этого, что я начала ходить вот в детский коллектив, танцевать, делать успехи. И несмотря на то, что я была такая вот малявочка, там 5 лет мне было, я очень была дисциплинированным ребенком. Даже мама сейчас, я думаю, может, я так думаю про себя, но нет, она прям говорила, что да, я очень серьезно относилась. У меня не было такого хихоньки, хахоньки, побегать. Я прямо вся была. Не баловалась? Нет, не баловалась. Я прямо готова была остаться со средней группой, потом со старшей группой. То есть для меня именно процесс вот этих танцев был. Я готова была во все тяжкие, как говорится, да? Вот, но вот танцевала, ну и потом, собственно, все это... Чуть было не сказал, дотанцевалась. И так. Нет, ну, потом это все, естественно, это, ну, опять же, и учиться надо было, и все. Так, Петр, вы опять стоите, да? Давайте я вам тоже задание все-таки дам, да? Лук Да? надо на 2 части, и тоже прям так еще потом рубануть. Вот так, вот так. Вот крестиком, тык-тык. Ну тоже вот такие же кусочки сделать, Ну, чтобы такие они да? были, Меня учили, азиатские. что если вроде чего-нибудь набрать жидкости, то в глаза не попадает. Тоже слышала, но не пробовала. Да, вы сейчас продолжите рассказывать, а я вот так и сделаю. Ну, вот, собственно, из-за этого детского увлечения, ну, все, и выросла потом вот в такой. Да, нормально. Мгм. Мы сейчас... И ни разу не это, вы видите, в глаз не попало. Все хорошо? Все хорошо, да. Так. Удивительно, но это работает. Да. Я не Так, знаю, как это происходит. Что мы еще не порезали? Так, мы порезали лук, мы порезали перец, баклажаны мы порезали. Мы все порезали, кроме кинзы. Так, вот насчет кинзы хочу сказать, да? Вообще, есть же такие люди, которые не любят кинзу. Ну, есть такие. Ну, она имеет запах специфический. Да, но она Очень. похожа на петрушку, но она совсем другая. Поэтому, Да, она другая. ну, я скажу так, что в это блюдо надо положить прям кинзу. Ложите. Вот, но если кто-то прям вот категорически против, а я таких, например, знаю, да? Да, ну они могут и не ложить. Они могут... Или могут заменить петрушкой. чем-нибудь другим, да. Ее тоже Или мельче. могут не ложить вовсе. Нет, надо зелень какую-то. Так Ну, не вот. укроп, но это должна быть петрушка хотя бы. Ага. Но лучше, конечно, кинзу. Видите, ну, Да, пахнет я вообще знаю. прям. Ну, так прям Да, очень. так, сразу такой яркий аромат. Мгм. Очень такой терпкий. Так, мы ее тоже сразу порежем, потому что потом будем сразу это все махом прямо класть. Да, потому что это все будет делаться быстро. Да. Даже? Так, да, быстро. Так, все, вроде бы мы все сделали, да? Мгм. Единственное, знаете, что мы еще не сделали? Вот по поводу того, что если мы сейчас вот это все пережарим, все равно вот будет такая, как немножко водичка, будет жиденько. Конечно. И- Все равно овощи же дадут сок свой. Да, и поэтому тут есть еще один нюанс, мы должны использовать крахмал. Да, Вот вы уже упоминали да, про это. во-первых, мы должны сначала крахмал добавить, можно мне еще 1 столовую ложечку? Чистую. Да, Держите. в сами баклажаны, мы прям вот так вот обильно посыпем. Вот так.
Да. И вот так бум-бум-бум, да? И а вы можете это сделать? А я пока крахмал Руками еще либо рук- ложкой? руками прям, массаж. Пожамкать, да? Пожамкать. А, да, я пожамкаю, а потом сбегаю, руки помою. Все, отлично. Перерывчик мы Так, сделаем, ничего скажите, страшного. мне там достаточно будет? Это достаточно? Вы мешайте, а я посмотрю. А, вы посмотрите. Да. Это чтобы Корочка вот эта корочка у нас образовалась. хрустящая. Какой такой. Давайте еще немножечко прям Давайте. подсыплю. У-у. Вот так. Прям. Жаль, Семена нету. Семен бы это делал, да? Но ничего, Да, вместо него ну, сегодня я. Что делать, что делать? Я Так. ему обязательно выкажу потом. Так, и мы должны сделать еще вот эту загуститель, потому что вот когда воду даст, вот эти овощи, Мгм. нам нужно загущение, вот этот характерная Да-да-да, тягучесть вот этого соуса сделать, да? Какие-то вот эти азиатские такие вещи, да? Да, поэтому мы возьмем вот полстакана воды, Как раз вот кисло-сладкая эта штука. да. И мы сюда где-то примерно, вы знаете, ну, в саму зажарку крахмал мы прям так сыпать не будем. Это вот, кстати, важно развести вот этот крахмал предварительно в воде. Так, она прямо- Она уже пошла нагрев. Да, нам главное сейчас их не пережарить. Ну, надо же приловчиться еще вот к самой вот этой печке. Да, как она И вот вообще мы себя прямо ведет. добавляем, чтобы вот у нас... не беспокойтесь, опять-таки, за вредность. То есть вот этот крахмал предотвратит впитывание. Мгм. И вы знаете, вот по опыту, что особо там баклажаны... Вот это масло как было, так оно у нас и останется. Мы сначала обжариваем баклажаны. Мы их потом вот так на сито закинем. И они у нас немножко в сите полежат. Долго жарить... Чтобы ушло. Да, но оно почти не уходит, но нам надо, чтобы они немножко тоже вот после жарки полежали на Хорошо, сите. Хорошо. А потом уже пожарим все остальное. А мне руки же чистые. Так, я возьму вот эту штучку. Так, самое главное, чтобы она разогрелась. Давайте один кинем и посмотрим. Нет, Как он себя ведет? нет, он должен так ну, зашкварчать. Боже. Да, что-то пошло. Ну, подождем еще, да? Да, тогда такой вопрос. Расскажите про нынешние реалии ансамбля. Сколько народ занимается, как туда попадают, кто вообще занимается? Так, давайте мы будем жарить, а я буду рассказывать. Мы в прошлом Добавляем? году... Давайте. Ага. В прошлом году наш ансамбль отпраздновал 25-летие. Мгм. В этом году вот уже практически будем закрывать 26-й сезон. Представляете? Да, много времени. Да, можно, кстати, в 2 захода пожарить. Вот всю сковородку заполним, и потом уже все. Это не обязательно, прям, кстати, за один приход вот это все жарить. Ну да? да. 25 лет, Нормально, да? да. Мгм. Так. Занимаются дети, прямо занимаются, приходят, знаете, малышками маленькими, вот 5-6, и выпускаем ведь старшую группу, вот 11 класс. То есть прям 10. Кто попадает? Все желающие или как? Смотрите, раньше у нас был всегда кастинг, ну, объявляли в сентябре, Набор, да, например, некий. да, набор. И приходили, мы детишек строили, смотрели по данным, и кто-то проходил, кто-то, ну, не, скажем так, не Ну, проходил. потому что я знаю, что ансамбль очень популярный, востребованный, и не секрет, что к вам стоит, ну, скажем так, желающих много, тем, которые попадают. Ну, Да. в очередь чуть ли не так, да? Есть такое. Ну, Да. поэтому мы, вот знаете, немножко как переживали по этому поводу. Хотелось все-таки сделать танцы доступнее для детей, у которых, может, есть желание, но нет... Но при этом, как говорится, Москва не резиновая, всех не вместит. Да, и поэтому мы вот уже как года 3, наверное, назад открыли, даже 4, нет, ну да, около 4 лет назад мы открыли вот второе дополнительное отделение для детей без кастинга. Мы принимаем детей с 5 до 9 лет, независимо от комплекции, способностей. Главное условие – это ребенок должен хотеть танцевать. А не так, чтобы родители принесли, моя девочка обязательно должна стать танцовщицей. Но мы их предупреждаем о том, что это подготовительное отделение. В концертные группы у нас все равно дети переходят не раньше, чем 8 лет. И это да. своего рода такое кузница. У нас дети там обучаются Где основам, проходит, базовым. ну, скажем так, естественный отбор. Какой-то Учатся. внутренний. И для себя, и мы отсматриваем уже тех, и не надо вот этот бедных детей стрессовать, что они вот стали, вот ты. Просто уже мы видим, кто может, и мы этих детей потом забираем 8-9 лет к себе уже в концертные составы. Поэтому заниматься сейчас уже, видите, может, в принципе, любой ребенок. Единственное, Желающий. что там тоже как бы очередь. Ну, да. Ну, по списку мы пишем в лист ожидания, и постепенно их в течение года они у нас
ну, дожидаются, скажем, места. Мгм. И Могут дополнять те, могут, которые да. по тем или иным причинам, скажем так, выбыли, да? Да, ну и это очень популярное направление. Дети действительно многие занимаются для себя, а потом родителям тоже, знаете, ну вот эти, не все могут одолеть концертные составы. Почему? Потому что там же нужно время дополнительно привести детей на концерты, Ну да, да, вводить да, дополнительные тренировки, костюмы. Не все на это, кстати, готовы. Есть дети, которым мы предлагали перейти в концертные составы, и это было не раз, и отказывались, потому что хотели жить в своем ритме, и их устраивало, что они просто для себя занимаются, так что не все хотят на сцену. Вот. М. Вот. И поэтому вот в этом направлении мы тоже Просто работаем. любят заниматься для себя. Да, любят. А дети Чтобы как... на дискотеке показать, смотреть, как я могу. Да не Или обязательно, как- это же здоровый образ жизни Ну все да, равно. да, да, Опять да. же организация. Да. Потом детям приятно прийти в красивый зал, иметь своих друзей. Ну, в общем, когда есть вот это общее дело, это все равно вот как бы для детей, Не, конечно. ну я бы выучился, если бы, возвращаясь к моей юности, моему отрочеству, я бы выучился для того, чтобы показать, смотреть, как я могу. Ну, я довольно тщеславный человек, но при этом, к сожалению, никак не научился. А следующий вопрос поэтому. Можно ли любого человека научить танцевать? Потому Ну, что для этого требуется? вообще человека можно абсолютно любому делу научить, ну, даже готовить или что-то там, да, петь, рисовать, но как он это будет делать? Сносно. Одно дело сносно, другое для Ну, сцены. да, ну, то есть рисовать можно хорошо И в гараже у себя повесить. и повесить, всё. а можно так нарисовать, что стать известным. И здесь также можно танцевать очень хорошо. Но главное, чтобы ребенок или ну, родители понимали, что ну, он танцует, но это не для большой сцены. Мгм. И тогда все нормально. А когда родители думают, что он талант, но у него при этом ну, не особо как бы, да, Данных нету. вот это проблема. Мгм. Вот смотрите, до золотистой корочки, по идее, они должны были быстрее у нас пожариться, мне кажется, но, Ну, может, видимо, еще нет, ладно. сейчас очень хорошо. А, вот сейчас Просто уже- изначально, видимо, надо было. Да-да-да. И вот они чуть-чуть золотиться начинают, видите, они вот прям потрогайте, они такие вот, ну, такие они, корочкой, А, вот чувствуете? дук-дук Вот, получилось, вот да? до состояния Дук-дук-дук, дук-дук нам надо. да-да-да. Вот теперь нам надо будет это, их Я как-то... надеюсь, не оскорбил ваши баклажаны. Нет, Дук-дук. ну, очень даже это... Так, вот теперь Понятно. нам надо их не пережарить. И уже забрать и на сито, Да, да? вот давайте мы вот их уже еще 30 секунд и прямо начнем их. Ну, очень аккуратно, потому Так. что тут... Я прямо уже... Давайте мы ситечко возьмем, и мы прямо будем скидывать в ситечко, а вы будете сюда закидывать их. Так, надо поторопиться, да? Скидываем. Да, торопиться Давайте надо. вот сюда прямо. Дрикс. А вот ситом получится мне это забрать? Нет, нет, не получается. Давайте я вот прям вот так возьму, Давайте, наверное, давайте вы проще. сами, потому что... Да. Вообще я шумовкой пользуюсь, но раз у нас шумовки Ну здесь да, нет, шумовкой было бы быстрее, конечно. раз здесь дамки. Так, наверное, ну нормально, все. Сейчас Нормально? она еще стечет у нас вот здесь вот. И все будет хорошо. В принципе, мы их не пережарили, нормально. Сейчас у нас пойдет Нормально, второй заход баклажанов. Баклажанов, Я да. думаю, Давайте что- все уберем, чтобы... Я думаю, даже можно чуть больше положить, чем мы в первый раз это сделали. Прямо вот. А И если по- если и вот так сделаю, поехали. ничего... Вот такие красивые, хрустящие у нас они получились. Так, мы теперь должны слить масло, но оставить такое, ну, раза в 3 поменьше. Мы вот должны вот в этот котелочек все. Вот это Да. сюда мы сливаем. Мы сливаем, но оставляем немножко, хорошо? Я скажу, когда. Главное, чтобы на плиту не попало, представляете, тут будет. Мгм. Ну, наверное, вот так. Хватит. Да, хорошо. Это мы Если убираем. что, мы добавим. Все, мы Да. опять включаем плиту. И мы должны начать, вот сейчас очень быстро все пойдет, мы должны прям, а мы не порубили чеснок, да? Мы же не порубили чеснок. Мы сейчас очень быстро должны порубить чеснок. Да. Вот это единственное, что мы забыли. Прям, давайте мы прям в 2 руки, наверное, это сделаем. Давайте. У вас ножичек есть? Нет, вы мой забрали. Так, Это а мой. где мой ножик тогда? А ваш ножик А мой там. ножик вот. Все. Мы должны прям так, тык-тык-тык-тык-тык. Вы поняли, да? Очень Вообще крошим, да? прям крошим, да. Ну, не чтоб не такая, прям как вот эта масса. Ну, немножко мелко. Вот, поэтому, когда дети выпускаются, ну, конечно, это всегда такой печальный момент для нас, ну, радостный в то же время, потому что мы понимаем, что мы им все равно даем хороший задел. Вот в организационном плане они умеют распоряжаться своим временем.
Ну, то есть вещами. дети у вас занимаются до тех пор, пока, ну, Не- условно, скажем так, учатся в школе и пока они в Якутске, да? или В как? основном, да, фактически так получается, но мы не запрещаем, в общем-то, им заниматься и после окончания школы. У А вот так, а я вообще мелко пробил. все отлично. Вот Вот сюда так? быстро, да. Оп, 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 оп. Все, и ой, 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 она что-то очень быстро, давайте мы ее пока снимем. И мы сразу сюда закидываем лук. Не ставьте на плиту, давайте мы сейчас закинем быстрее, а то он сейчас вообще у нас. Так, и мы должны уменьшить. Что-то он... Нет, она уменьшится уже. Вот так сделаем. Надо, да, вообще-то. У нас нет задачи прям зажарить это все до хрустящей корочки. Надо прям просто вот буквально, наверное, будем жарить максимум 3 минуты. Так, вы мешаете, пожалуйста, Петр, лук, а я буду вам подкидывать Остальное. перчик, да. Ну, чеснок у нас прям очень быстро. Да, он схватился, потому что мелкий. Перец, вы видите, да, я постаралась, чтобы один красный был, для ярко, чтобы, ну, кухня яркая. Эффект светофора. Эффект надо было. Говорят, полезно. Когда 3 цвета. Минимум причем. Ага, очень хорошо. Так, вот это мы сейчас тоже чуть-чуть жарим. Я немножко прибавлю все-таки. Да. И вот еще один такой момент. Мы сейчас добавим немножко томатной пасты. В принципе, если есть кетчуп, можно добавить немножко кетчупа, а можно вообще не добавлять. Но я добавлю, я люблю. По рецепту оно есть. Да. Так. Так, еще немножечко мешаем. Намешаем? Да, Хорошо. еще мешаем. Надо еще чуть-чуть пожарить. Вот, поэтому, ну и здоровье все равно, понимаете, Ну даже да. нагрузки небольшие, как в спорте, но достаточные, чтобы у ребенка развивалась осанка, дыхалка, ну и вообще, он же когда даже идет на тренировку, он ведь по свежему воздуху идет, он вышел из дома, он с тренировки пошел домой через улицу. Мгм. Это же тоже, Ну да. вот, важно. Я знаю, что вы поставили за все время больше 200 постановок. Ну, то есть вот именно, которые на сцене Ну, выступают, да? в целом, Да. наверное, даже уже и больше. Даже и больше. Ну, я говорю, больше 200 постановок. А что сейчас в моде? А в моде вообще просто... И каким вы, принципами вы руководитесь, когда ставите тот или иной танец? Или говорите, а вот да, что-то мы давно хип-хоп не ставили, давайте-ка снова хип-хоп. Или как? Знаете, вот тут так можно сказать. Когда только начинала вот такую деятельность постановочную, я ставила только то, что я хочу. А, А сейчас... тоталитаризм, да? Нет, ну... Это мой ансамбль, что хочу, то и делай. Идите. Если не нравится, идите нет, сюда. нет, полет души. Допустим, захотелось сегодня хип-хоп, мы там стали стиль хип-хоп. Завтра проснулась там что-то лирическое, лиричка. А сейчас вот, чтобы танцевать, выступать, уже требуют, ну как сказать, извне есть определенные запросы. Так вот не каждый номер пойдет на сцену, я вам скажу. И даже очень хороший. Есть определенные тематики, которые востребованы. Продолжать мешать? Да, Или- что-то у нас как-то немножко это... Вот баклажаны быстрее, мне кажется, как-то румянились. Сейчас еще немножко, буквально минуту, и я пасту добавлю. В общем, есть определенные номера, которые будут, я точно знаю, что востребованы в этом сезоне. Ага. Вот, буквально вот столько. Добавляем. Это тоже вот так размять, да? И Да, и распределить. прямо распределить. Ну, давайте все-таки остатки я уже закину. Ну да. Чтобы понимать, какой танец поставить, чтобы можно было с ним выступать. М. Ну, сейчас определенно... Угадать настроение толпы, скажем так. Да, плюс ну, угадать с костюмами иногда, знаете, Ну да. даже вот не угадал с костюмами, и номер не пошел. Да, говорят, что это такое они надели? Не бывает, что-то могут Да, сказать, сильно да. короткая, сильно Да, открытая. да, Это что-то, тоже... что-то больно откровенно для детей. Вот. Могут сказать и сказать, Да. это куда катится, это куда смотрят родители. Ну, здесь правильно. Куда смотрит Министерство образования начнут, да? Поэтому Был же скандал вот год или два назад, когда дети выступали там и потом просто по социальным сетям пустили Да. в разнос, чуть ли не там ансамбль закрылся. сейчас же это соцсети есть. Чересчур откровенные, да, якобы. Раньше не было, и поэтому, может быть, проще как бы жилось. Но сейчас... Нет, я вообще тоже согласна, что костюмы должны соответствовать, музыка должна соответствовать, тематика должна... Я, когда сижу в жюри конкурсов и вижу детей, которые танцуют не детские темы,
Ну, не обязательно танцевать, знаете, вот все время там про одуванчиков или колокольчиков. Ну, Есть определенные ну да. темы, которые нормальные, но есть откровенно темы для взрослых. Не надо Ну там да, да, танцевать да. канканы, там, скажем, какие-то откровенные там движения. Танго, которое воплощение Ну, там, да. горизонтальных желаний. Танго это еще вот, Еще куда ни да, шло. а есть же, я ну, понятно, не буду показывать, но Да. есть. И ты на это смотришь, дети- Определенное движение, скажем так. да, ага. дети классные, все, у них хорошая подготовка, но репертуар абсолютно не детский. И, конечно, Ага. эти номера будут... Лучше не перебарщивать. Ну, не то, что вообще их перебарщивать, лучше вообще. не ставить. На конкурсах их сразу зарубать. Так, Петр, немножко отвлечемся. Давайте. Так. Немножко отвлечемся, это наше главное. Да, давайте мы... А то я боюсь, что я за разговором что-то упустила. Мы должны вот это сейчас быстренько Что сделать? сюда прям добавить. Туда? Да. Ну, давайте. Давайте мы это сделаем. А где наша большая ложка? Вот Столовая? прямо ложкой туда. А, вот Нет, прямо вот наша... Ложка, вот она у нас там плавает. Всё, И давай. сюда. Да, давайте. Господи, прости меня. Лишь бы это все не вывалилось. Не вывалится. Сейчас бы такой глубокий вок и так фух, фух, фух. Да. Ну, если бы такое было бы, да? А это уже надо туда поставить. Держите. И куда делать? Вот лопаточка, которую мы мешаем. Вы мне так помогите, потому что сейчас мы начнем Да, ну добавлять. сковородка немножко неудобная, да, я тоже так считаю. Но да, ну лучше и- взять глубокий вок, Да, если вот у вас такой. есть. И, конечно, в глубокой емкости проще все это перемешивать. Но уже красиво, по крайней мере, да? Да, Пахнет же вкусно. да. Тем Все, более и я думаю, что мы прямо сейчас сразу же начнем заливать. вот этот- добавлять вот это. Да, добавлять наш... Напомню, что здесь у нас соевый соус, рисовый уксус, И чеснок, сахар и столовая ложка растительного масла. Все, я заливаю вот эту красоту. Давайте. Бинкс. Сейчас уже другой пойдет аромат. Да. Ну, красота. Ну, видите, соус, он жиденький. И вот сейчас нам на помощь должен прийти вот это Раствор крахмала. раствор крахмала. Вот сейчас я его еще размешаю. Но мы сейчас не будем сильно Никогда так увлекаться. много не трудился в своей передаче. Да? Да. Я обычно тут стою и делаю вид, что... А мне так нравится, веду- когда мужчина готовит, Да. стоит прямо вот. У нас неплохой тандем получается. Да. Все, уже очень красиво, я довольна так. Вот теперь я возьму все-таки чайную ложку, потому что мне проще ориентироваться с чайной ложечкой. Где-то пока вот раз, Так. два, Угу. три. И вот четвертую добавлю, вы размешаете, а мы посмотрим. Ага. И мы сейчас прям будем видеть, как она начинает густеть. И если недостаточно, я еще ложечку добавлю. Еще делай, можете сделать. Ай-яй-яй. Да, думаете, да? Давайте еще пару ложечек, да? Ну, я не знаю. Начало густеть? Вроде начало. Давайте Да. еще разочек, еще одну, да? Ну, Давайте я ложечку возьму, вот эту лопатку, и посмотрю. Мне так... да, давайте вы. Я просто не знаю, что должно получиться. Все, я думаю, достаточно. Это мы где-то 6 ложечек сюда. Все, мы это с плиты сразу снимаем. Ой, давайте я. А ничего, вот так все. А, вот так. Я уже как-то это Приноровились. настроилась. А вообще все вот так в Вот одну эту так. тарелку? Да. Я думал по-братски на двоих. Ну, поздно. 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 Ну зато какая тарелка у нас Да, получилась. да, видите? мощная получилась. Это можно в сторону. Всё. И украшаем зеленью. Давайте. Заключительный штрих, Петр. Вот так, да? Да, Вот так? да, прекрасно. Ну, вот так. Ну что ж, самая любимая часть передачи. Держите вилку. Приятного аппетита нам. Давайте Пробовать. попробуем. Я возьму сразу вот этот баклажан. Я тоже вот возьму баклажанчик и вот захвачу еще вот такой вот горячий, да? Да? Тема вообще. Круто. Реально, как в Макао первый раз я кушал. Баклажаны жареные. Ну, как будто я жила всю жизнь в Азии, да? Да, Приехала как будто, такая, да, буду и раз. шеф-поваром. И забацали. Ага. Салфеточку не нужно? Ой. Да, Татьяна, действительно очень вкусно получилось. Мы можем стоять до конца
кушать, но нам подсказывают, что эфирное время наше заканчивается. Спасибо вам за беседу, за интересный рассказ. Очень вкусное блюдо. Смотрите, какое оно реально красивое у нас получилось. Да, и в конце передачи у нас такая добрая традиция. Пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Я хотела бы пожелать телезрителям, конечно, отличного настроения, здоровья, счастья, удачи во всем. Как педагог, который ведет танцы для детей, конечно, я хочу пожелать, чтобы вы, родители, обязательно уделили внимание очень важному аспекту дополнительное от образования. Это не важно, будет ваш ребенок заниматься танцами, музыкой, пением, рисовать. Найдите для вашего ребенка интересное для него дело, чтобы у него, вот как сегодня Петр сказал, горели глаза, когда он этим занимается. Если это будет танцы, мы будем счастливы видеть вас в нашем коллективе. Приходите, занимайтесь танцами. Ждем вас на наших концертах. Мы всегда стараемся подойти к этому делу с душой и доставить вам радость, отличное настроение, заряд позитива. Поэтому счастья вам и вашим детям. Пусть все будет хорошо. Я еще раз скажу, что у нас сегодня в гостях была художественный руководитель народного ансамбля современного танца «Тетрис» Татьяна Матюшенко-Савочкина. Татьяна, еще раз огромное вам спасибо. Вам спасибо. Да, а я Петр Цепанди. На этом, друзья, мы с вами прощаемся. Будьте здоровы и кушайте, как мы всегда. Просто вкусно. Будьте здоровы, друзья. До свидания.